Прошу всех встать. Оглашается результативная часть решения по делу о проверке конституционности статьи 432 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики в связи с обращением Мацакова Самата Аскаровича именем Кыргызской Республики. 31 января 2024 года, город Бишкек. Конституционный суд Кыргызской Республики в составе председательствующего Сконбаева, судей Айдарбековой, Дюшеева, Джулдошева, Касмалиева, Шаршиналиева, пресс-секретаря Талайбекова с участием обращающей стороны Мацакова Самата Аскаровича, его представителя по доверенности Баишева Нурбека Баишевича, сторона ответчика странного Самата Каштобековича, постоянного представителя Джовар Кенеша в Конституционном суде Кыргызской Республики, третьих лиц Молдубаева Алмазбека Тавалдыевича, постоянного представителя президента Кабинета министров в Конституционном суде, Сапияновой Маргариты Насырхановны, представителя Верховного суда Кыргызской Республики по доверенности, Айбашева Талайбека Усконовича, представителя Генеральной прокуратуры по доверенности, Кулназарова Руслана Арслановича, представителя Министерства юстиции по доверенности, Термечикова Бахытбека Шакировича, представителя службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики по доверенности. Руководствуясь частями 1-2 статьи 97 Конституции, статьями 4, 17, 40, 45 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности статьи 432 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики в связи с обращением Мацакова Самата Аскаровича. Поводом и основанием к рассмотрению данного дела явились ходатайства Мацакова и обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции статья 432 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. Заслушав информацию судьи докладчика Шаршиналиева, проводившего подготовку дела к судебному заседанию, исследовав представленные материалы дела, выслушав мнение третьих лиц, руководствуясь пунктом 2 части 2, частями 4 и 5 статьи 97 Конституции, статьями 48, 49, 52, 53 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, Конституционный суд решил признать статью 432 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики не противоречащей части 4 статьи 58, части 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. Решение окончательно обжалованию не подлежит, вступает в силу с момента провозглашения. Решение обязательно для всех государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, общественных объединений, юридических и физических лиц и подлежит исполнению на всей территории республики. Опубликовать настоящее решение в официальных изданиях органов государственной власти, на официальном сайте Конституционного суда и в Вестнике Конституционного суда Кыргызской Республики. Ну, в порядке пояснения следует сказать, что существующие даже на сегодняшний день правовое регулирование посредством производства нового производства, возбуждения нового производства, нельзя утверждать о том, что каким-то образом нарушается или невозможна реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина. Это первое. Второе, что касается предпочтительности, да, там, принятия такого решения или же судом, постановившим приговор, или же судом, находящимся по месту отбывания наказания, в этой части и в том и в этом случае такое положение или такое правовое регулирование, оно не будет на самом деле образовывать правовую ситуацию, которым будут нарушаться конституционные права и свободы, поскольку и в том и в этом случае идет реализация тех же конституционных прав, просто разными механизмами. Поэтому с точки зрения конституционного правосудия данная ситуация, она не приводит к тому, чтобы ее можно было признать в какой-то мере противоречащей Конституции. Поэтому здесь вопрос остается за законодателем и за теми структурами, которые высказали разные мнения на сегодняшний день. И Конституционный суд выражает надежду, что все-таки заинтересованные государственные органы придут к единому мнению по этому вопросу и выберут наиболее эффективный, процессуально эффективный метод разрешения этой ситуации. Решение понятно всем, да? Заседание Конституционного суда объявляется закрытым.